Да-да, Мгм. забываю. Ja se nadam da se vidimo lepo. Ну, всем добрый вечер. Алтаю доброй ночи. Мы начинаем нашу конференцию. Сегодня собрались лучшие деятели культуры 4 стран: Сербии, России, Белоруссии и Италии, чтобы поговорить о культуре в дни пандемии. Нас волнуют 3 темы: проблемы, вызванные пандемией в культуре, способы преодоления проблем, вызванных пандемией, положительные и отрицательные стороны пандемии в культуре. Сейчас я представить хочу Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы имени Рудомино, координатора программ Центра славянских культур Екатерину Славянских Артемюк. культур. Да. Да, Спасибо, Екатерина, пожалуйста, вам слово. Дорогие коллеги, еще минуточку. Хочу предупредить русскую сторону, чтобы делали небольшие паузы, говорили, чтобы могли для сербской стороны перевод делать. Хорошо. Vlado i Sanja, samo za početak da vas obavestim da predstavljeni su učesnici iz 4 zemlje: Srbije, Rusije, Belorusije i Italije, i 3 tačke su na dnevnom redu. To su problemi rada ustanova kulture u okolnostima epidemije, načini prevazilaženja problema i koje su to pozitivne i negativne strane na osnovu dosadašnjeg iskustva. Reč ima gospođa Katarina. Ja je nemam u programu, nisam stigla da zabeležim ustanovu iz koje dolazi, tako da se izvinjavam, možda kasnije vam samo dopunim tu informaciju. Пожалуйста, Екатерина. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый вечер. Я рада приветствовать всех от лица Центра славянских культур библиотеки иностранной литературы. Центр славянских культур, библиотека stranih književnosti. Как Наталья уже сказала, я координатор программ в этом центре. И как раз в данное время большинство наших программ проходят в режиме онлайн. Gospođa Svetlana je koordinator programa i organizator kulturnih programa u Centru slovenskih kultura i poslednje vreme se svi programi održavaju u онлайн режиме. И также я сейчас скажу свою сторону, как я вижу этот вопрос со стороны своей деятельности, со стороны своей практики. Если к данной беседе присоединится руководитель нашего Центра славянских культур Елена Марченко, может быть, она меня добавит, либо дополнит. Gospođa Jelena Marčenko, koja je rukovodilac ovog centra, trenutno nije prisutna. Ukoliko nam se priključi u nastavku ove sesije, možda će dopuniti moje izlaganje koje će biti bazirano isključivo na iskustvu u prethodnog perioda. Итак, пожалуй, тему для рассуждений своих я бы взяла, конечно, плюсы и минусы работы сейчас в дни пандемии. Пожалуйста, продолжите, как это уже рассказала. Данную тему уже мы рассматривали на уровне всероссийских библиотек, в том числе библиотека иностранной литературы принимала участие в конференции в Рязани, где как раз коллеги плюсы и минусы из разных сфер библиотечной деятельности рассматривали. И в отличие от коллег, кто говорил, там есть только плюсы, был такой доклад от Всероссийской молодежной библиотеки. Кто-то говорил, что это сплошные минусы. Я, наверное, скажу, что это наша реальность, в которой нам приходится сейчас работать и координировать свои действия.
Predstavnici biblioteke strane književnosti su bili učesnici konferencije koja je održana u Rjazanju i pored ostalih kolega izložili su o svom iskustvu u vezi sa radom u uslovima pandemije, tako da su utisci o radu ustanova kulture u tim okolnostima različiti zavisno od toga o kojoj biblioteci se radi. Iz omladinske biblioteke su situaciju i svoj rad ocenili plusevima za razliku od drugih biblioteka koji su vidjeli jako lošu stranu i ocenili svoj rad nezadovoljni. Međutim, kao nezadovoljnim, ja smatram da ovu realnost moramo da prihvatimo i da iz nje nema izlaza osim da je se prilagodimo. Ну и как в любой нашей реальности, конечно, будут плюсы и, конечно, будут минусы возникать в реализации мероприятий. Я бы хотела оттолкнуться от смысла подачи культура и вообще, что культура должна нести людям. А это прежде всего одухотворять человека и обогащать, давать новые знания и просвещать, и соединять. Ну, в нашем случае мы работаем на соединение славянских народов, государств, обогащение за счет культурных особенностей, литературных особенностей, обмен опытом. И таким образом строится основная программа как офлайнов, раньше строилась до этого, так теперь интенсивно мы перешли в онлайн-формат. O pozitivnim i negativnim stranama ne bih se zadržavala detaljnije, više bih se bavila problemom kulture, čija je osnovna misao, bez obzira na način rada, treba da se sastoji u tome da kultura spaja, da obogaćuje pre svega slovenske narode, oplemenjuje njihovo duhovno biće i da u tom smislu od pomoći može da bude razmena našeg iskustva. И помимо уже общепринятых форматов, это лекции, конференции, встречи с участниками в онлайн-формате, мы разработали некие большие тематические блоки, которые ведем от полугода до месяца, до 3 месяцев. То есть это некие циклы, которые повторяются и которые имеют цель познакомить людей, например, с культурой одной страны. Ну, я приведу примеры после перевода. Dakle, mi smo zamislili da to budu predavanja i konferencije koje bi se održavale u ciklusima u trajanju od 1 do 3 meseca, tako da bih o detaljima tih ciklusa, njihovim tematskim blokovima rekla nakon ovog prevoda, to jest kad ja sad završim. Вот, например, такой тематический национальный цикл, с одними из первых мы начали вести с Болгарским культурным институтом в Москве. С конца марта мы проводим болгарские сезоны в иностранке. Данный цикл включает еще множество подциклов. Это, например, поэты читают поэтов, где российские поэты, которые переводили болгарских поэтов, выступали в прямом эфире, и был двухсторонний перевод и знакомство, например, с творчеством болгарского поэта для российского читателя, и, соответственно, наоборот. Prvi naš ostvareni program realizovan je sa Bugarskom ustanovom kulture i program je dobio naziv Bugarski ciklus. Dakle, suština je u okviru tog ciklusa zamišljeni su i neki podciklusi, jedan od njih je pesnici čitaju pesnicima, odnosno ruski pesnici koji su se bavili bugarskim, čitali su svoje prevode i bilo je u drugom pravcu, dakle bugarski pesnici su čitali prevode ruskih pesnika.
В рамках болгарских сезонов нам удалось познакомить российскую аудиторию с болгарскими книжными новинками и познакомить с автором, и также задать ему несколько вопросов по теме произведения, что волнует читателя, какой смысл он хотел передать читателю. Вот как раз посредством онлайн было возможно эти встречи делать достаточно часто, и не нужно было, например, привозить этого писателя в Москву, потому что у каждого очень сжатые графики презентации. Мы познакомились с болгарскими учеными, с композиторами, скульпторами, с болгарской музыкой познакомили в рамках этого сезона. Ну и так далее. То есть пытались культуру открыть с двух сторон, для болгарского читателя и для русского читателя. Вот, например, следующий наш цикл – это композиторы говорят о композиторах, представляют композиторов. Dakle, ovaj prvi ciklus bio je vezan za književnost. Mi smo pokušali da povežemo i uspostavimo vezu kako bismo predstavili savremene bugarske stvaraoce koji su govorili o svojim novim izdanjima. Bili smo u mogućnosti da ih predstavimo jer je to bilo lakše zbog toga što naravno kontakt je bio lakše ostvariv bez neke fizičke organizacije. Planiramo još da povežemo naučnike, umetnike, vajare, kompozitore i sledeći naš ciklus je upravo vezan za povezivanje i razgovor kompozitora sa obe strane, ruske i bugarske. Второй крупный национальный цикл, вот Наталья Заверохина как раз была одним из главных организаторов с сербской стороны. Это как раз встреча с творческой интеллигенцией Сербии и Республикой Сербской, которая называется «Читаем славян». Здесь мы знакомили русского читателя с известными сербскими поэтами, с актерами. Также проводились на территории Сербии мастер-классы, встречи по есенинской тематике. У нас был еще один большой проект, где не только Сербия принимала участников, но, наверное, отправная точка как раз была Сербия. Мы вначале назвали проект «Сербия читает Есенина», а потом с помощью Натальи мы привлекли еще порядка 6 стран. Также славянские? Не только славянский, там были и Соединенные Штаты Америки, и Ирландия, и Венгрия. Все читали Есенина, так? Мы все читали Есенина, то есть новая форма взаимодействия онлайн. Это как раз были поэтические чтения. Нам присылали видео, потом мы делали общий такой монтаж, и ребята друг друга смотрели. У нас также участвовали города-побратимы, когда прочитали дети из одной школы, и потом ждали, что же их друзья из Есенина прочитают, там, например, в городе Екатеринбург. То есть вот такое вот на уровне городов-побратимов было взаимодействие как раз через нас с координаторов, через библиотеку иностранной литературы или через общество «Мир» через Наталью, а также через общество «Русская Ирландия», Кристина Букусова. Да, Содружество «Русская Ирландия», и через Елену Ракету Русский театр в Белграде. То есть вот такое было взаимодействие, которое разрослось потом уже вплоть до... Откуда нам последнее видео? С Чукотки, по-моему, присылали. То есть география проекта за счет того, что он был онлайн, и мы потратили силы для его развития как раз на различных платформах и социальных сетях, мы получили большую географию проекта и большой человеческий отклик, который вышел вот в такой хороший крупный проект творческий. Dakle, uz
nešto kraću varijantu ovog prevoda, sažiću ovo što je gospođa Jelena rekla. Dakle, drugi ciklus se odnosi na susret sa stvariocima na području, na slovenskom govornom području, ali su se u taj ciklus uključili iz drugih zemalja. Upravo je jedan od takvih projekata bio Čitamo Jesenjina. Dakle, osim tu su uspostavljen je kontakt sa srpskim piscima, glumcima, održana su predavanja o Jesenjinu, a bilo je i poetskih večeri gde su pod nazivom Srbija čita Jesenjina. U taj projekat su uključene kasnije i druge države koje nisu sa slovenskog govornog područja, kao što je recimo Amerika i Irska. U projekat su uključene i društvo rusko-irskog prijateljstva, dakle uključeno je i takozvano rusko pozorište i još neki gradovi pobratimi, tako da se ta poetska geografija uspostavila u vidu montiranih video snimaka koji su poslati preko raznih aplikacija, platformi, društvenih mreža i tako dalje. Dakle, uzajamno čitanje Jesenjina na različitim jezicima, pa nakon toga montirani snimci. Следующий крупный проект, который сейчас идет и продолжится до 15 декабря, он организован еще с одним крупным нашим партнером, это Федеральная национальная культурная автономия белорусов России. Называется проект «Мы вместе защищали нашу Родину», в который входит крупнейший масштабный живой онлайн-концерт. Это, кстати, один из первых концертов, который мы опробовали через площадку Министерства культуры, Культура РФ, и хороший опыт такой получили, когда действительно должен был быть живой отклик у зрителя, и качество концерта, и качество исполнения должно быть на высоте. И я думаю, если вы после нашей встречи заинтересуетесь этим проектом и ведете акция «Концерт мы вместе защищали Родину», вы в этом убедитесь, потому что представители творческих коллективов, лучших творческих коллективов из 5 стран приняли участие в этом концерте. И концерт заранее записывался на профессиональном оборудовании, и я думаю, что вот как раз хороший продукт мы выдали в эфир. Так что, у некоторых, например, стояли просто слезы, когда вот они слушали это исполнение. Treći veliki projekat je bio vezan za belorusku državnu, projekat sa Belorusijom na državnom nivou, nazvan je Zajedno branimo otadžbinu, i pritom je u taj projekat bilo uključeno kroz platformu Ministarstva kulture Rusije, bilo uključeno praktično bili su uključeni stvaralački kolektivi, odnosno kreativni kolektivi iz 5 zemalja. Održan je jedan online koncert koji je izazvao veliku pažnju i vrlo emotivnu reakciju ne samo učesnika iz 5 zemalja, već i brojne publike koja je evidentirana na toj uživo платформе приликом эмитования. Да, наверное, стоило вначале сказать, что весь этот проект посвящен окончанию года памяти и славы, который объявлен у нас в России, и все мероприятия, конечно, они затрагивают события памяти Великой Отечественной войне, какие-то новые исторические вехи в конференциях и в круглых столах. То есть здесь как раз и популяризаторская сторона вопроса, этот концерт, научный круглый стол с Московским государственным университетом и обсуждение сборника, который называется «Республика партизанка». Здесь как раз неизвестные факты или забытые факты о Великой Отечественной войне. Сегодня буквально через 10 минут состоится эфир с режиссером
и участниками съемочной группы и исполнителем главной роли фильма «100 шагов», который тоже снят по мотивам реальной истории про ветерана Великой Отечественной войны. Ну, такой современный российский блокбастер, короткометражка, который, в общем-то, затрагивает тему необходимости помнить и в наши dni. Dakle, ovaj projekat je vezan za kulturu sećanja i vezan je za jubilej obeležavanja Velikog otadžbinskog rata koji se u ruskoj kulturi odnosi na Drugi svetski rat. Dakle, i sam koncert o kojem sam prethodno govorila vezan je za obeležavanje tog jubileja i uopšte njegov cilj je da afirmiše i podstakne značaj kulture sećanja. Takođe, osim ovog koncerta vezano za obeležavanje jubileja Velikog otadžbinskog rata je i bio i naučni skup koji je u organizaciji Moskovskog državnog univerziteta. Napravljen je i projekat je iznedrio i jedan film koji se može smatrati ruskim blockbusterom. Film nosi naziv 100 koraka i zapravo predstavlja kratak kratkometražni dokumentarni film koji je snimljen po motivima Velikog otadžbinskog rata. Да, ну и в продолжение я бы хотела про еще одну форму рассказать онлайн, которую мы опробовали. Я считаю, что достаточно удачно, потому что это было в тот момент, когда все было закрыто, и мы выходить могли из дома только по пропускам. Мы провели большой фестиваль исполнителей, который называется «Звучит Старина». Там принимали участие как раз у нас дети, постарались охватить, ну, мы во всех проектах стараемся охватить и детскую аудиторию, насколько это возможно, но здесь как раз у нас прошел не только как фестиваль сказителей, исполнителей, и песенное творчество, но также у детей был серьезный конкурс, то есть с другой стороны экрана сидело жюри, которое этих ребят оценивало. И первый раз в истории конкурса исполнителей «Звучит старинно», первый раз фестиваль прошел в таком онлайн-формате. Мы тоже его транслировали на всю Россию посредством портала Министерства культуры, Культура.рф. Довольны организаторы, довольны ребята, что не пришлось отменять выступление. И, в общем-то, такую новую форму не только фестиваля, но и живого общения, живого исполнения на судейство мы воплотили в жизнь и также провели награждение победителей. Još jedan od 5 projekata koji su imali online formu prerastao je iz festivala u određeni takmičarski konkurs. Dakle, tema nosi naziv čujemo odjeci, recimo prevela bih ovako, odjeci davnih vremena. Učesnici ovog programa su deca i inače uvijek nastojimo da decu uključimo u sve naše festivalske programe. Kažem, ovog puta smo festivalski program nadgradili i dali mu takmičarski nivo kako bi bio i interesantniji, a publicitet je obezbeđen preko portala Ministarstva kulture. Publika je bila brojnija nego obično, a konkurs je ocenio stručni žiri, tako da su učesnici, odnosno takmičari, dobili značajne nagrade.
Дорогие коллеги, пожалуй, я закончу свою речь. Не хочу, чтобы у вас осталось в памяти только что все в розовом свете, вся эта онлайн-история – это только сплошные плюсы. Нет, конечно, я так не думаю, тем более у нас есть еще другая с вами миссия – это продвижение литературы, чтобы через наше мероприятие читатель пришел к книге, взял ее, почитал. Но вот как раз мне кажется, что с расширением онлайна, конечно, в нашей библиотеке стало приходить меньше читателей и брать с полки книгу. Но у меня надежда все-таки на то, что все поменяется в лучшую сторону, придет время, откроются границы, откроется пространство, более широко откроются двери библиотек, хотя наша библиотека открыта, читатели пускают там по QR-кодам, можно взять книгу и почитать. Но я знаю, что другие библиотеки, например, библиотеки Москвы, они пока читателям книжки не выдают и читателей не обслуживают. Поэтому у меня надежда все-таки на то, что мы из онлайна перейдем и в офлайн. Но я благодарна все-таки той работе, которую мы проводили, наверное, усиленно в онлайне, расширению географии наших проектов, увеличению партнеров. То, что мы смогли шире посмотреть то, что сейчас происходит в сфере культуры как раз в онлайн. На какие проекты, на каких партнеров можно обратить внимание. Внимание обратили. Появилась возможность написать этим партнерам, познакомиться, выйти на какие-то общие проекты. И я думаю, что дальше мы эту форму будем использовать в дальнейшем, как сейчас. Спасибо большое. Я желаю прекрасного продолжения беседы, найти плюсы и минусы, а главное, выходы из этой ситуации самые положительные для развития культурной жизни наших стран и учреждений. Спасибо. Dakle, dragi kolege, na osnovu ovoga što sam izložila, ne bih voljela da pomislite da je u ovom periodu sve proteklo tako lako i ružičasto. Online istorija rada u ustanovama kulture u prethodnom periodu nije bila baš tako idealna, jer treba imati u vidu da offline rad, vraćanje u normalan život podrazumeva segment čitanja, rad sa korisnicima, pozajmicu knjiga i mora se reći da je u ovom periodu bilo, odnosno nije bilo čitalaca koji su dolazili u biblioteku radi čitanja. Naša misija je da sagledamo kako smo se u proteklom periodu snašli, šta smo uspeli da pružimo kao kulturni sadržaj koji menja knjigu i čitanje, a može se reći da je online rad imao svoje dobre strane u tome što nas je upoznao, što smo upoznali nove partnere, ostvarili nove kontakte, što smo sagledali moguće nove projekte, što smo obratili pažnju na neke nove teme i nove projekte i na taj način omogućili proširenje svoje delatnosti, pri čemu nikako ne treba da zapostavimo ono što je osnovno, a to je popularizacija čitanja i fizički kontakt, odnosno kontakt sa realnim korisnicima. Ono što znam je da biblioteke u Moskvi za sada još uvek ne rade sa korisnicima, a mi iz ovoga treba da izvučemo novi zaključak, da nađemo izlaz iz ove situacije, tako da ostvarimo svoj najvažniji cilj, a to je misija kulture u na što kvalitetnijem nivou i u što raznovrsnijim oblicima. Hvala vam na pažnji.
Спасибо, Екатерина, за такой подробный рассказ о вашей виртуальной работе. Извиняюсь. И особенно, конечно, благодарность за то, что вы вспомнили о проекте «Читаем Есенина». Сегодня на площадке Zoom на нашей встрече присутствуют многие участники того проекта. Это Белоруссия, библиотека имени Колодеева, и Станислава Разумовская. Она проект этот курировала со стороны Екатеринбурга, монтажного колледжа. Побратимы не города, а побратимы школы были. Это техническая школа, средняя техническая школа Крагуевца и Екатеринбургский монтажный колледж. Вот. Сегодня они присутствуют здесь, и им было приятно, я думаю, слышать от вас, что вы отметили этот проект. Вот. Еще скажу, что в продолжение вашего проекта, в котором мы участвовали, «Поэты читают поэтов», мы в данный момент, в дни русской культуры в Крагуевце, включили также встречу писателей, поэтов, которые рассказывали о практике и искусстве именно переводов русских наших поэтов. Вот. Сейчас я хочу предложить выступить Белоруссии. Белоруссия здесь? Да, здесь. Добрый день, Наталья. Добрый день, очень рада вас видеть. Я вам представляю Капиток Елена Сергеевна, директор Государственного учреждения культуры Борисовская центральная районная библиотека имени Колодеева и город Борисов, Беларусь. Мы с ней познакомились также через проект. У нас была совместная конференция вместе с нашей национальной библиотекой ВОК Карадич в Крагуевце. Конференция была очень интересная, был представлен проект «Мир души». И следующего года проект начнет реализовываться как раз в Сербии. Пожалуйста, Елена Сергеевна. Да, добрый день. Перевод будет ваш или мне уже начинать? Будет, да. Из Екатеринбурга. Наташа, переводить будет кто-нибудь? Нет, вы же будете переводить. Нет, вы переводите, да, Меня вы переводите, будут Екатеринбург себя переведет. Да, мы сами себя переведем, да, остальных вы переводите. То есть я сейчас говорю о своем проекте, правильно, да? Да. Да, добрый день еще раз, уважаемые участники. Очень приятно присутствовать на данном вебинаре. И я, конечно, хочу сказать спасибо организаторам за то, что поднимают такую тему. На самом деле мы действительно все знаем, что во времена пандемии у нас одни возможности открываются, другие, к сожалению, закрываются. И нам приходится в этом жить, в этом работать времени. И, естественно, искать моменты, которые будут позитивны, которые будут плодотворны для нашей работы, ну и в частности для нашей библиотеки. Dobar dan, nama se javlja gospođa Jelena Sergejevna Kopitok. Ona je direktor ustanove kulture regionalne Borisovske biblioteke koja nosi naziv istoričara Ivana Hrisanovića Kolodejeva. Biblioteka ima sedište u gradu Borisovu u Belorusiji. Dakle, gospođa Jelena Sergejevna se zahvaljuje na učešću na pozivu za učešće u ovom projektu. Takođe je zahvalna za pokretanje ove konferencije i očekuje zaključke koji će dovesti do novih tema, koji će biti plodotvorne i pomoći radu ustanova kulture. Mi moramo da imamo u vidu da ova okolnost pandemije u našem radu dovodi do toga da se neke mogućnosti saradnje i
rada da se zatvaraju, odnosno da nestaju, ali da se zato u ovim novim okolnostima neke nove mogućnosti rada i saradnje otvaraju. Dakle, treba da nastojimo da tražimo pozitivne strane u ovim okolnostima. В Беларуси у нас наши учреждения культуры не закрыты. На данный момент мы работаем. Мы работаем, у нас объявлен масочный режим, но наши учреждения работают, скажем так, в штатном порядке. Наши читатели к нам приходят, литературу они берут, значит, ну, то есть у нас нет какого-то такого большого притока, да, читателей, значит, классы, когда к нам приходили, вот такого немножко нет. Но вся работа библиотеки у нас осталась прежней, поэтому вот по сравнению с Россией, да, у них немножко, не немножко, а действительно отличается от нашей вот работы. Но мы работаем в своих условиях. Я буду говорить о нашей библиотеке. У нас это одна из крупнейших библиотек Минской области в Республике Беларусь. У нас 30 библиотек, все они работают в штатном режиме. Dakle, za razliku od ustanova kulture u Rusiji koje su smanjile obim fizičkog rada sa korisnicima, u Belorusiji je situacija drugačija. Načelno, ustanove kulture nisu zatvorene, rade redovno, čitaoci dolaze, mada se mora reći da dolaze u nešto manjem obimu. Područje koje da kažem, pokriva Borisovska biblioteka je u Minskom regionu i u njemu se nalazi, pod njenim okriljem radi 30 biblioteka. В связи с тем, что уменьшился, скажем так, вот поток читателей, естественно, что у сотрудников библиотек освобождается какое-то время, которое можно потратить с пользой именно на, как мы понимаем, для себя, для своих стратегических целей, на создание информационных продуктов, которые будут в дальнейшем тоже нам помогать в работе. Это и виртуальные выставки, это и наш канал значит, канал библиотеки на YouTube. Это какие-то, скажем так, презентации, те, которые мы выставляем на наш сайт. То есть все, что связано с сетевыми удаленными ресурсами, мы с ними работаем, чтобы в дальнейшем, то есть создаем такую базу. Как и сейчас мы с ними работаем, так и мы надеемся и включаем это в наши планы, будем работать и дальше. Činjenica je da nam čitaoci, odnosno korisnici dolaze u nešto manjem broju i da taj priliv nije jednak redovnom i u običajnim okolnostima. S druge strane, to nam bibliotekarima ostavlja više vremena da se bave osmišljavanjem drugih programa koji omogućavaju dostupnost informacije iz biblioteke vezanih za aktivnosti ili sadržaje koje nudimo preko YouTube kanala biblioteke, preko osmišljavanja i realizacije virtualnih izložbi, raznih prezentacija na sajtu biblioteke. Dakle, koriste se resursi biblioteke, sada dobijaju jedan novi oblik dostupnosti na daljinu i na taj način se stvara jedna nova baza informacije. Да, и, значит, наша библиотека, она не совсем обычна. У нас библиотеку нашу, мы себя позиционируем как социокультурный центр. У нас работает, кроме отделов обслуживания, значит, разные отделы, краеведческий центр, духовно-просветительский центр, вот, и работают зал литературы на иностранных языках и многие другие, но которые занимаются и обслуживанием читателей, и просветительскими проектами. Также у нас работает отдел галерейно-выставочной деятельности, основная функция которого – это проведение выставочных проектов, организация художественных выставок, детского творчества, ну, самые разные направления работы.
Так вот, что касается, значит, я хочу сказать несколько слов именно вот о выставочной нашей работе, о художественных выставках. Мы решили, что мы, значит, вот во времена пандемии будем давать своим читателям возможность побывать на этих выставках с помощью QR-кодов, то есть мы практикуем вот это направление, значит, делаем виртуальные каталоги этих выставок, ну, чтобы как-то смягчить, да, вот невозможность быть на этих выставках. Конечно, это, ну, не совсем те меры, которые, конечно, ну, для читателей, для наших это скорее, наверное, минус. Но мы стараемся все-таки домысливать для наших читателей в плюс, чтобы это было для них дополнительными возможностями. Dakle, naša biblioteka se može smatrati centrom društveno-kulturnim centrom. Znači, aktivnosti biblioteke ne odnose se samo na osnovnu bibliotečku delatnost i kulturu. Osim rada sa korisnicima, mi imamo i karakteristike jednog duhovnog centra, dakle, imamo literaturu na stranim jezicima, bavimo se i razvijamo obrazovne projekte, a sa posebnim akcentom se bavimo izložbenim projektima. Ja bih ovom prilikom nešto više govorila o izložbama i projektima vezanim za njih, jer se izložbe tiču likovnih umetnika, likovnog stvaralaštva, takođe dečijeg stvaralaštva. I što se tehnike tiče, uglavnom koristimo, mi zapravo omogućavamo preko QR koda praćenje raznih izložbenih sadržaja, kataloge virtualnih izložbi činimo dostupnim. Meni se čini da možda nisu baš svi čitaoci tako oduševljeni, svi naši korisnici nisu baš oduševljeni ovim načinom rada, ali s druge strane smatramo da je to deo naše obrazovne delatnosti, pa samim tim i da stvaramo jedan novi nivo или новую структуру публики. Спасибо. У нас есть, конечно, просветительские проекты. Я хочу сказать о двух из них, которые ну, могут претендовать именно на роль таких проектов, которые ну, реализуются во времена пандемии. Вот один из них, Наталья Заверухина сказала, это проект «Мир души», который мы придумали, значит, в нашем духовно-просветительском центре. Он охватывает следующий год 12 стран. И да, начинаем мы с Сербии. Нам очень приятно, что мы будем знакомиться с этой страной. Цель проекта, чтобы познакомить наших читателей, наших жителей нашего города с культурой стран, тех, которые мы подобрали. Ну и так как это проект духовно-просветительского центра, то здесь будут затронуты и духовные, значит, скрепы какие-то в этих странах, значит, церковное краеведение, возможно, какие-то ну, другие точки соприкосновения мы найдем. Поэтому вот этот проект, конечно, это будет система вебинаров, мы будем слушать друг друга, общаться, и в этом проекте еще отдельный такой, значит, составляющей будет общение библиотекарей. Потому что одно, значит, одно направление – это рассказать нашим жителям об этих странах, и мы бы, конечно, очень хотели, надеемся на это, что расскажут и о нашем городе, и узнают о нашем городе, о нашей стране в этих, значит, вебинарах. Вот. Но и для нас очень важно все-таки повышение наших знаний о работе библиотек в этих странах. Поэтому вот такие две направляющие будут в этом проекте. Это, простите, вы все рассказали о проекте «Мир души»? Мир души, да. Все Да. правильно. Dakle, ja bih za ovu priliku izdvojila dva obrazovna projekta. O jednom projektu je najavila Nataša Zavirohina. On se zove Svet duše i vezan je za rad duhovno-obrazovnog centra pri našoj biblioteci.
U taj projekat bit će uključeno 12 zemalja, realizovaće se tokom 2021. godine i cilj projekta je da se učesnici, odnosno publika zemalja učesnika, upozna sa međusobnom kulturom tih zemalja. Teme su pre svega duhovne prirode, vezane su za taj, tako da kažemo, crkveni zavičaj, odnosno za zavičajnost kroz forme duhovnosti, koje su to dodirne tačke među tim zavičajima, a pravci komunikacije vezane su za između bibliotekara i između upućeni su stanovništvu. Dakle, bibliotekari u smislu stručnosti treba da ostvare određeni napredak, a stanovništvo međusobno da se upozna o drugim zemljama, gradovima, kulturama и duhovnosti tih sredina. Спасибо. Дело в том, что почему еще мы хотим и рассказать о нашем городе и о нашей стране, потому что город Борисов в следующем году получил почетный статус культурной столицы Беларуси. Поэтому для нас это очень важно, очень почетно, и мы бы хотели познакомить с нашей культурой, с нашей литературой, с нашими достопримечательностями как можно больше стран мира. Поэтому мы, конечно, вот этот проект, он у нас один из таких основных на следующий год. Dakle, ovaj projekat je za nas veoma važan zbog toga što je naš grad proglašen, zapravo dobio jedno počasno mesto kulturne prestonice Belorusije u 2021. godini, tako da će ovaj projekat imati dvostruki pravac, dakle afirmisati grad prema projektu i u okviru sam projekat predstaviti kao kulturnu vrednost i kulturnu tekovinu našeg grada u okviru ovog dodeljenog statusa počasne prestonice. Вот. Ну и расскажу о втором проекте, который для нас тоже очень теплый и очень такой неожиданный для нас этот проект. Он называется «Папа рядом, мама, давай поговорим». Drugi projekat je nešto delimično neobičan, on je za nas potpuno neočekivan, a nosi naziv «Mama, hajde da popričamo». Да, этот проект, цель этого проекта – объединить семьи, родителей и детей. Но семьи необычные, это семьи осужденных, людей, которые находятся в местах лишения свободы. Cilj ovog projekta jeste povezivanje porodica, odnosno roditelja i dece, ali to nisu obične porodice, dakle radi se o porodici onih ljudi koji su, da kažem, osuđeni i lišeni slobode po nekim zakonskim odredbama. Я думаю, что для вас не секрет, что люди, которые отбывают наказание в исправительных колониях, значит, они имеют право на свидание. И во времена пандемии у нас, я не буду говорить за другие страны, не знаю, у нас получается так, что свидания были как весной в первую волну вируса запрещены, приостановлены, так и сейчас. У нас ситуация складывается, ну, точно так же, потому что это все-таки изолированное общество, и, конечно, нежелательно, чтобы пандемия проникла туда. Kaznenici koji imaju prava susrete sa porodicom u vreme pandemije bili su lišeni tog prava. Dakle, susreti sa članovima porodice su bili zabranjeni, a jasno vam je da je opasnost prenosa virusa u jedno tako izolovano društvo bila opravdana.
Этот проект, он придуман не нами. Этот проект, похожий проект, идея его взята мной во время стажировки в Соединенных Штатах Америки. Вот в этом году, в январе-феврале я там была в составе директоров публичных библиотек Беларуси. Вот это проект, он называется «Телестори», он реализуется в Бруклинской публичной библиотеке в Нью-Йорке. Pохожий проект. Dakle, ovaj projekat nije originalan, ideju smo dobili prilikom stručnog boravka u Americi, u Bruklinskoj biblioteci koja je autor projekta. Mi smo direktori javnih biblioteka Belorusije su tokom januara i februara imali zapravo stručni boravak u SAD-u i tamo smo inicijalno vidjeli kako taj projekat teče. Но он очень идеально лег, значит, вот на ситуацию сейчас с пандемией, потому что цель этого проекта в том, что, значит, для нас мы его, скажем так, изменили содержание, оставили только основное от этого проекта – это часовые видеосвидания. То есть со стороны исправительной колонии, да, тюрьмы, родитель готовится ко встрече со своим ребенком, а ребенок со вторым родителем, либо с опекуном, он приходит в библиотеку. И у них, значит, в изолированном пространстве, в нашей там, значит, комнате отдельной, при закрытых дверях происходит вот это видеосвидание. Но оно непростое. Dakle, ovaj projekat se idealno uklopio u situaciju koju je donela pandemija. Ti video susreti su se odvijali tako što zatvoreni roditelji iz pritvora, dakle, se putem video veze susreće sa supružnikom i detetom koji tu vezu uspostavljaju iz biblioteke. Значит, предварительно родитель, который находится в исправительной колонии, получает книгу, которую, значит, либо подбирает библиотекарь, либо выбирает сам человек. И он во время встречи, первые минут 10-15, он вслух читает своему ребенку книгу. Для нас очень важно, потому что это встречи в библиотеке, и для нас важно именно чтение. Вот Екатерина передо мной говорила, да, что стали меньше читать, стали больше, так сказать, видео смотреть и так далее. Для нас мы хотим все-таки вернуть, а особенно вот в этой сложной семье, где сложная сейчас ситуация, все-таки мы хотим, чтобы они объединились с помощью книги, потому что добрая, скажем так, книга, прочитанная родителям своему ребенку, всегда оставляет хорошее воспоминание. Suština tog projekta je plemenite prirode, jer zapravo roditelj koji je trenutno izolovan od porodice i svog deteta dobija mogućnost da simulira prirodnu porodičnu situaciju u kojoj roditelj čita detetu. Dakle, prilikom tog prvog susreta zatvorenik dobija knjigu gde prvih 10 do 15 minuta naglas čita delovi iz knjige. Cilj nam je bio da se taj kontakt, bliski kontakt roditelja i deteta ostvari kroz biblioteku i knjigu, što se nadovezuje na prethodno izlaganje koleginice Jelene, koja je govorila o smanjenom čitanju u vreme pandemije. Нам повезло, потому что вы понимаете, что самое открытое пространство библиотека и самое закрытое пространство тюрьма, да, исправительная колония, оказывается, могут взаимодействовать. Нам пошли навстречу администрация колонии, которая находится на территории нашего Борисовского района. Вот. И благодаря вот такому синтезу, значит, и онлайн, и вот этих открытого-закрытого пространства мы имеем возможность объединять семьи, вот убирая вот эти препятствия времени, пространства, потому что это теплые семейные встречи, но во времена пандемии они случаются онлайн.
Dakle, biblioteka kao jedna otvorena prostorija kroz ovaj projekat bila je povezana sa ustanovama zatvorenog tipa u kojima borave ljudi izdržavajući neku kaznu. Ta sinteza otvorenog i zatvorenog prostora dovela je do prevazilaženja tih fizičkih i vremenskih prepreka, do stvaranja vizije jedne tople porodične atmosfere. Мало того, ребенок потом остальные 45 минут, они общаются на свободные темы, да, вот мы уходим, у них есть время поговорить просто о семейных каких-то вопросах, обсудить что-то, просто, так сказать, увидеть друг друга. Но в конце встречи мы обязательно ребенку дарим ту книгу, которую они сейчас читали. И дарим, здесь мы тоже преследуем несколько целей. Первая цель все-таки, что книга – это лучший подарок. Вот мы хотим возродить вот эту ценность книги. И книга как символ вот этой встречи, объединения семьи в непростые времена для них. Вот. И еще с таким пожеланием, что когда мама или папа вернется домой, чтобы они эту книгу уже прочитали вместе, скажем так, просто сидя на диване, обнявшись там и проведя время вот именно уже друг с другом. Ovaj susret, jednočasovni susret u ostatku preostalih 45 minuta je slobodan za porodicu, mi ih napuštamo i taj kontakt je dalje vezan isključivo između članova porodice. Kada jednočasovni termin istekne, dete na kraju dobije knjigu na poklon. Šta smo time postigli? Knjiga je, mi smo na neki način oživjeli onu čuvenu poruku knjiga je najbolji poklon. Dakle, ponovo skrećemo fokus na knjigu kao vrednost. Knjiga intuitivno postaje simbol povezivanja članova porodice, postaje simbol porodičnog susreta i toplih emocija, a s obzirom na to da je dobijena na poklon, kada se mama ili tata vrati sa odsluženja kazne, tu knjigu će imati priliku da pročita u jednoj normalnoj porodičnoj atmosferi, sedeći zajedno na kauču i čitajući knjigu onako kako je to uobičajeno. Да. На данный момент проект реализуется для жителей Борисова и Борисовского района, те, которые находятся в исправительных колониях Республики Беларусь. Вот. Но у нас в планах масштабировать этот проект. На следующий год у нас уже, скажем так, есть финансовая поддержка. Проект поддержан несколькими грантами вот, на приобретение литературы, потому что хорошая детская литература должна быть в библиотеках колоний и должна быть в детских библиотеках, публичных библиотек и в семейных библиотеках. Это наш самый главный посыл этого проекта, кроме того, что общение должно быть семей. Вот. Поэтому мы хотим его масштабировать и идем к этому. И есть уже планы, когда мы будем, значит, выезжать, либо же онлайн встречаться, как будет возможность с коллегами из наших областей, 6 областей, областных библиотек, с тем, чтобы сделать такие семинары, поделиться нашим уже опытом. У нас прошло 6 встреч на данный момент. Вот, появился определенный опыт в этих, значит, во встречах в этих. Вот, и мы хотим, чтобы не только для борисовчан этот проект работал, но и для всех жителей нашей страны. И потом, кто знает, возможно, и другие страны смогут подключиться к нашему проекту. Ovaj projekat za sada je u toku za oblast grada Borisova i oblasti, dakle za region Borisovskog grada Borisov.
kakav je naš plan? Plan je dakle da izađemo iz okvira našeg regiona i da obuhvatimo celu Belorusiju, dakle da se uključe i ostale oblasti, tako da je projekat dobio određeni broj grantova koji će obezbediti novu literaturu, nabavku literature. To je veoma obiman projekat i finansijski obiman zbog toga što je potrebno obezbediti za biblioteke ovih zatvorenih ustanova, za dečje biblioteke i obezbediti knjige za te knjige će postati deo privatnih biblioteka. Dakle, ogromna je cirkulacija knjiga i veliki fond te dečje literature, savremene dečje literature koju treba obezbediti. Šta time mislimo da postignemo? Dakle, mi ćemo uključiti veliki broj javnih biblioteka na području Belorusije, prenećemo im svoje iskustvo i oni će biti nosioci ovog projekta u svojim sredinama. A ko zna, možda ovaj projekat i pređe granice Belorusije i ostvarimo saradnju sa drugim zemljama. Да, и заканчивая, я хочу сказать, что в каждой стране, конечно, в каждом учреждении культуры мы придумываем свои формы, те, которые интересны нашим читателям, нашим жителям, нашим сотрудникам. Вот. Но я думаю, что все мы согласимся сегодня с тем, что мы как никогда, наверное, сейчас именно поняли ценность и важность непосредственного человеческого общения. Dakle, svaka zemlja i svaka ustanova kulture učinit će ono što smatra zanimljivim i vrednim za svoju publiku, za svoju ciljnu grupu. Međutim, nadam se da će nam svima biti zajedničko, bez obzira kako pojedinačno osmislili programe, da shvatamo vrednost neposrednog ljudskog kontakta. Я хочу поблагодарить еще раз Наташу Заверохину за то, что пригласила и на этот семинар. И очень хочу поблагодарить переводчика, потому что очень приятно слушать ваш голос. И я так понимаю даже что-то, что вы говорите. Поэтому приобщаюсь к сербскому языку. Можно проверить точность перевода. Да, поэтому спасибо вам большое. С удовольствием послушаю остальных участников. Спасибо. Da, zahvaljujem Nataši Zavirohinoj na pozivu za učešće na ovoj konferenciji. Zahvaljujem se mojoj malenkosti za prevod i pozdravljam sve ostale